Процедура наименования и переименования географических объектов регламентирована законом Кыргызской Республики о географических названиях, а также положением о порядке наименования и переименования географических объектов. Согласно 7 пункту, данное полномочие делегировано местным кенешам, в данном случае Бишкекскому городскому кенешу. Также наша работа ведется на основании положения комиссии по топонимике и увековечению, постановление 29/13 года Бишкекского городского кенеша. На комиссии мы рассматриваем ходатайства от организаций, общественных объединений, а также граждан города. При наименовании улиц, не только улиц, а географических объектов, переулки, площади, скверы, все, что относится к географическим объектам, мы смотрим ходатайства, также сведения о заслугах, насколько человек известен, насколько жители столицы знакомы с ним. При переименовании, это редкий случай, потому что начиная с 2013 года действовал мораторий единожды на 5 лет, далее он был продлен еще сроком на 10 лет. Мы работаем только с безымянными географическими объектами. И при рассмотрении вопросов смотрим на заслуги. Есть еще в данном положении такой пункт о присвоении наименования за счет благотворителей. То есть человек асфальтирует улицу, переулок, парк, благоустраивает, вводит, передает на баланс обслуживающей компании и вводит в эксплуатацию. Порядок рассмотрения у нас, согласно положению, мы должны проводить комиссию не реже, чем раз в полгода, но комиссия создается по мере формирования поступления запросов. Все это рассматривается. Данное заключение комиссии далее отправляется на сессию городского кенеша. Последние улицы были у нас, инициирован вопрос был госрегистром, были безымянные вновь образованные, было наименовано 76 улиц. Улицы были наименованы в жилых массивах, там по произведениям Чингиза Айтматова, философские наименования, и пару человек были присвоены наименования безымянным вновь образованным улицам, государственным деятелям и выдающимся деятелям. Это в южной планировочной зоне.